Здравствуйте, дорогие туркменистанцы и гости нашего канала. Сегодня я получил из Беларуси очень важную новость, очень огорчительную новость, что более 1000 туркмен, наших граждан, туркменских мигрантов, задержаны властями Беларуси для того, чтобы их или высылать, или же депортировать, или же судить по местным статьям. Давайте я все по порядку расскажу. Итак, некий Денис, проживающий в Беларуси, занимался подготовкой визовых приглашений и подготовкой контрактов для того, чтобы туркменские мигранты приезжали в Белоруссию. С 2022 года этот человек приглашал туркменских мигрантов, студентов, тех, кто хочет работать, обещал трудовые визы, трудовые контракты и приглашал граждан Туркменистана в Белоруссию. Он отправлял приглашение в Туркменистан, наши земляки получали это приглашение и с помощью этого приглашения шли в белорусское посольство, получали визу, платили за визу, потом приезжали в Белоруссию, подтверждали в миграционную службу приглашение, получали временный вид на жительство для работы, для учебы и так далее. И в конце концов, вот в начале этого месяца, в апреле, в начале этого месяца пошли мощные задержания туркменских, узбекских мигрантов. Вот этот Денис, некий гражданин Беларуси, оказывается, подделывал печати всяких заводов тракторных или автомобильных заводов, и от имени этих заводов делал приглашения и фальшивые контракты, и тем самым отправлял приглашение, и на основании этого наши граждане, проходя все процедуры, получали соответствующие визы, соответствующее разрешение для дальнейшего пребывания в Беларуси. Все эти факты вскрылись, и сейчас, как и Денис, сегодня, как и Денис, наши туркменские мигранты, которые воспользовались услугами Дениса, обвиняются в мошенничестве, обвиняются в том, что они, незаконно перешли границу, они использовали незаконно материалы для получения визы и так далее. Я хотел бы в этом случае обратиться к властям Беларуси и пояснить, что туркменские граждане, как и власти, как и государство Беларуси, являются пострадавшими. Они прошли все процедуры, заплатили все соответствующие деньги, получили соответствующую визу, все легально прошли, сделали. Если бы они знали, что это фальшивые документы или человек отправил фальшивые трудовые соглашения, они бы, конечно, не воспользовались бы. Они являются жертвами, пострадавшими этой вот всей махинации, а не виновниками. Поэтому, возможно, есть и соучастники этого Дениса из граждан Туркменистана. Возможно, в этом случае мы просим власти Беларуси принять соответствующие меры, то есть привлечь к ответственности. Но в итоге, несмотря на то, что наших граждан Туркменистана не защищает ни посольство, ни национальный лидер, ни Министерство иностранных дел, мы, как демократическая оппозиция, обращаемся к властям Беларуси уважать права граждан Туркменистана, находящихся в Беларуси. Если они виновны, привлечь к ответственности, если они виновны, отнестись к ним с учетом их прав. Что это значит? Это значит допустить адвоката. Это значит, если вы содержите в изоляторе, то разрешить посещение адвоката, разрешить их родственникам взять информацию и, соответственно, оповестить своих родственников о состоянии его. Потому что на сегодняшний день в Туркменистане многие родители плачут, они не могут выйти на контакт со своими родственниками, детьми, сыновьями, отцами, матерями и не знают, что происходит. Белорусские власти обязательно должны дать информацию, обязательно должны связаться с представителями семьи этого человека и дать информацию, что с ним происходит, по какой статье его обвиняют, на основании чего его задержали и так далее. Я призываю все международные организации правозащитные, все правозащитные организации, находящиеся в Беларуси, помочь туркменским мигрантам для защиты своих прав на территории Беларуси. Сегодня более 1000 граждан Туркменистана
задержаны и находятся в следственном изоляторе. Судьба их неизвестна. Почему их обвиняют, неизвестно. Им не представляются адвокаты. Никакой информации нету, только есть оповещение о том, что вот идет расследование, задержано 250 человек, 100 человек и так далее. Я покажу одно видео вам, которое я получил с Беларуси. В этом видео сотрудник, одну минуту, сотрудник говорит о том, что идут следствия. Это очень хорошо идут следствия. Мы не против следствия, но во время следствия не надо нарушать никого права. Если гражданин Туркменистана виновен, докажите, судите и так далее. Если он не виновен, не надо к нему относиться как к террористу. Их задерживают на улице, кладут на землю лицом в грязь, одевают наручники, как преступников, террористов забирают. Ну, так не делается. Если вы их попросите, они сами пройдут. Я не думаю, что они будут убегать. Внутри Беларуси они никуда не убегут, это понятно. Давайте послушаем, что говорит представитель Следственного комитета Беларуси. Это всего лишь одна область, да? Для оформления им правового статуса. Таким образом, подозреваемые обеспечили нелегальное пребывание и въезд в Республику Беларусь нескольким сотням мигрантов. В настоящее время подозреваемые допрошены. Мужчины сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Злоумышленники мошенническим путем обеспечили получение гражданами Туркменистана и Узбекистана въездных виз и разрешений на временное проживание в Беларуси. Предварительно установлено 210 лиц, воспользовавшихся услугами этих посредников. В ходе обысков по местах их проживания изъяты электронные носители документов финансово-хозяйственной и иной деятельности, крупные суммы в рублях и валюте. Совместно с районными подразделениями по гражданству